Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона редактор Светлана Антонова. После 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за 2021 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки, машины, а также другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в прошлом году. Чтобы поговорить о том, какие изменения произошли, что нового появилось в порядке уплаты налогов физическими лицами, мы пригласили сегодня в студию прямого эфира начальника отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия Саргалану Гавриловну Винокурову. Добрый день. Добрый день. И заместителя начальника этого же отдела Николая Аркадьевича Федорова. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на волне Тетим Саха Радио. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам по телефонам 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, если есть у вас вопросы к моим собеседникам, то звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос, который я хотела бы задать своим собеседникам, это давайте напомним, какие налоги платят граждане со своего имущества. Физические лица у нас уплачивают налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. То есть транспортный налог облагаются те категории граждан, которые имеют на праве собственности, соответственно, транспортные средства. Физические лица, которые имеют недвижимость, то есть это квартиры, комнаты, дачи, гаражи, они облагаются, соответственно, налогом на имущество физических лиц, и земельный налог облагаются те собственники, которые имеют земельные участки. Давайте напомним, что такое налоговое уведомление и вообще, как правильно его исполнить. Вообще обязанность по ежегодному исчислению имущественного налога возложена на налоговые органы. Соответственно, один раз в год тем гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, транспортные средства, направляется налоговое уведомление. То есть на сегодняшний день рассылка налоговых уведомлений завершена, то есть она должна быть направлена не позднее 30 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов, то есть до 1 ноября. А на сегодняшний день процент получения налоговых уведомлений граждан составляет 72%. То есть не все граждане еще получили свои налоговые уведомления, поэтому призываю всех граждан не медлить, обратиться в свои почтовые отделения по месту жительства и получить налоговые уведомления. Но какие еще есть способы для того, чтобы узнать о том, какие налоги нам следует оплатить? Вообще, если они не получили налоговое уведомление, то они могут обратиться к нам, в налоговый орган по месту жительства, либо они могут обратиться в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Также могут за налоговым уведомлением подойти в отделение «Мои документы». Хорошо. А в каких случаях налоговое уведомление не направляется? Есть случаи, когда налоговые уведомления не направляются. Это, получается, у граждан имеется налоговая льгота, либо имеются налоговые вычеты на всю начисленную сумму имущественных налогов, либо, сумма исчисленного налога в налоговом уведомлении, она менее 100 рублей, и когда гражданин является пользователем личного кабинета. Соответственно, в этом случае налоговое уведомление не дублируется ему на бумажном носителе. Вот мы говорили о том, что если налоговое уведомление не получено, еще же есть один способ получить его, это зайти в личный кабинет. Да, то есть в любом случае можно в онлайн-режиме получить налоговое уведомление. Это на нашем официальном сайте есть интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». В этом сервисе можно скачать налоговое уведомление, и там же можно произвести уплату. Также налоговое уведомление можно получить в мобильном приложении соответствующего личного кабинета. Называется он «Налоги ФЛ». Хорошо. А какие изменения у нас произошли в расчете налогов? У нас изменения произошли в части транспортного налога. То есть с 2021 года предоставлена льгота ветеранам боевых действий, проживающих по месту жительства в отношении одного вида транспортного средства. Также предоставлена льгота тем гражданам, которые осуществляют проживание и ведут деятельность в местах обитания и проживания коренных малочисленных народов Севера. То есть это 20 муниципальных районов, где у нас проживают малочисленные народы Севера. У них тоже имеется льгота в отношении одного вида транспортного средства.
Мгм. А давайте напомним, кому все-таки у нас предоставлены льготы по имущественным налогам. Льготы у нас предоставлены пенсионерам, предпенсионерам. По пенсионерам, да, сейчас пенсионный фонд нам автоматически направляет о том, что они стали пенсионерами, да. По предпенсионерам. Если вы стали предпенсионером, через личный кабинет налогоплательщика вам лучше подать заявление на льготу. Получается, потому что предпенсионер, он становится там до 6 месяцев же, да, как станет пенсионером. Поэтому, если вы являетесь предпенсионером, можете заявить льготу на одну квартиру, на один гараж, на один жилой дом, и от земельного участка до 600 квадратных метров не облагается налогом. Все, что выше, уже облагается. И поэтому просим, да, всех подключиться к личному кабинету налогоплательщика и оттуда уже писать заявление на льготы. Угу. Хорошо. Есть еще какие-то категории, которые вот также получают льготы? Льготы для военнослужащих у нас и в основном так. Давайте я еще добавлю, да, у нас вообще по налогу на имущество физических лиц имеется 16 категорий, да, льготируемых граждан. Это получается у нас инвалиды первой и второй группы, предпенсионеры, пенсионеры, значит, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, военнослужащие. Также имеется категория как многодетные, для них тоже предоставлены льготы. По земельному налогу имеется, значит, льгота в размере 6 соток, также для категорий как пенсионеры, предпенсионеры, многодетные тоже. То есть если у человека имеется земельный участок, например, в размере 9 соток, то, соответственно, 6 соток у него льготируется, и налоговая база еще будет, и налог исчисляться сумма, именно с налоговой базы именно 3 сотки. Добавлю, да? Для многодетных семей тоже есть льгота по транспортному налогу. Если вы не получаете субсидии, да, от соответствующих органов, вы можете тоже заявить на льготу по транспортному налогу. Выбрать, какая модель машины, да, у вас не облагается. Тоже через личный кабинет это очень удобно делается. Давайте я добавлю по транспортному налогу, да, вот по многодетным, что в основном же транспортные средства у нас зарегистрированы на мужчин, соответственно, на многодетных отцов, да. То есть статус многодетного получает, как правило, мама, да. То есть, соответственно, если транспортное средство зарегистрировано на отца, то ее следует ему подать льготу, то есть получить соответствующую справку с органов, это органы социальной защиты, о том, что он является многодетным отцом, и представить соответствующее заявление. Но самый удобный способ – это, конечно же, через наш интернет-сервис, личный кабинет налогоплательщика. То есть информация проверяется через систему внешведомственного взаимодействия, и, соответственно, если подтверждается, то будет предоставлена льгота. Но все-таки лучше делать это в заявительном порядке. То есть, если человек заинтересован, да, если он знает, что ему положена льгота, то лучше обратиться в налоговые органы, либо через личный кабинет. Да, информация вообще по льготам, она у нас отражена в личном кабинете, то есть каждый гражданин может там посмотреть, есть у него льготы или нет. Соответственно, если у него по той категории, где положена льгота, ему еще не предоставлено, он может, соответственно, подать заявление в заявительном порядке. До какого числа должны оплатить имущественные налоги? Давайте напомним, сегодня уже 25 число. Буквально осталась неделя, да, 7 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов. Это не позднее 1 декабря 2022 года по налогам, исчисленным за 2021 год. И давайте напомним, каким образом мы сегодня можем оплатить налоги. У нас, наверное, позади уже те времена, когда действительно мы приходили, оплачивали по квитанциям. Сейчас у нас очень много сервисов, очень много удобств для того, чтобы оплатить налоги. Налоговая служба предоставляет очень много вариантов уплаты, да, по всем видам налогов, в том числе по имущественным налогам. Прежде всего, это через терминалы банков можно оплатить, через кассы соответствующих банков. Также можно оплатить через почтовое отделение, но самый удобный способ, конечно, это в онлайн-режиме использования наших интернет-сервисов. То есть это интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика», также мобильное приложение «Налоги ФЛ»,
При этом в личный кабинет пользователи заходят с помощью логина и пароля, которые они могут получить в любом налоговом органе, независимо от места жительства. Да? И самый распространенный способ – это войти через подтвержденную учетную запись портала государственных услуг. На сегодняшний день 98% нашего населения республики имеет доступ к порталу государственных услуг. То есть каждый практически житель может своей учетной записью зайти и авторизоваться в нашем личном кабинете. Но если авторизация у них все-таки не проведена, то они могут подтвердить свою учетную запись в любых онлайн-приложениях банков, либо в отделении МФЦ, Почте России, и учетную запись подтверждают сразу. Хорошо, а вот как быть в том случае, если, например, в уведомлении отражена некорректная информация? Например, у человека было транспортное средство, он его продал, либо была квартира, да, которая уже продана. В таком случае, да, не нужно, если вы продали автотранспорт, да, например, это вот в январе 2021 года, но так как 21 год, мы сейчас платим налоги за 2021 год, да, в этом году до 1 декабря вам все равно эту часть надо будет оплатить. И если вы продали имущество, а новый хозяин его себе не поставил на учет, да, вам нужно будет обратиться в ГИБДД и взять справку у них, что автотранспорт у вас нет с учета. И не надо терять договора купли-продажи. Это самый главный документ, то, что удостоверяет вашу продажу. И уже вот с этими документами можно будет уже обратиться. Да, и тогда налоговый орган пересчитает то, что излишним было вам посчитано, и выставит уже правильную сумму. Хорошо, а вот как проверить, например, у человека есть льгота, но бывает так, что она не всегда отражена в налоговом уведомлении? Как удостовериться? Вообще проверить наличие объектов, да, то есть какие зарегистрированы транспортные средства, какое имеется имущество, какой имеется земельный участок. Все это можно посмотреть в разделе «Имущество» в личном кабинете налогоплательщика. То есть там актуализировано наименование, кадастровый номер есть, адрес есть, да, дата возникновения права собственности, дата снятия с учета. То есть каждый человек может зайти и проверить именно в своем личном кабинете. Если все-таки информация недостоверная, либо сведения не пришли, например, о снятии с учета, да, либо о прекращении права собственности, то, соответственно, с личного кабинета имеется возможность направить к нам обращение. То есть для этого пишется соответствующее обращение, могут приложить подтверждающие документы, либо не приложить, то налоговые органы направят запрос в соответствующие органы. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас вас ждет небольшой перерыв на рекламную паузу, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня мы говорим об имущественных налогах, срок уплаты которых подходит вот уже 1 декабря. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимость. Сегодня в программе мы расскажем, как и где уплатить налоги, почему это важно и какие сервисы Федеральной налоговой службы вам в этом могут помочь. Итак, я напомню, что гости нашей студии сегодня – это начальник отдела оказания государственных услуг номер 1 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия Сыргалана Гавриловна Винокурова и заместитель начальника этого же отдела Николай Аркадьевич Федоров. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха-радио. Это телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а следующий вопрос я хотела бы задать о детях. Уплачивают ли имущественные налоги несовершеннолетние дети? Вот, например, родители покупают квартиры, и получается, что часть они записывают на детей. Получается, что детям уже принадлежит имущество. Да, в таком случае, да, если вы наделили его имуществом, например, 1/3, да, то да, законом вы должны будете оплатить эти налоги за него. Так как он является собственником, на него также начисляются и налоги. До 14 лет, до того момента, как он несовершеннолетний, да,
вы, как его законный представитель, как его мама или папа, да, должны взять квитанцию за него и оплатить. Также для них можно открыть личный кабинет налогоплательщика отдельно, так как он тоже является уже на налогоплательщиком. ребенка. Да. И через вкладки, через профиль, да, можно сделать семейный доступ на этого ребенка. То есть с его личного кабинета вы направляете заявку, себе? Да, что вы являетесь его родителем, и в своем личном кабинете подтверждаете, да, что вы его мама или папа, да, и с этого личного кабинета, со своего, уже можете оплачивать. И да, на несовершеннолетние дети тоже должны оплачивать налоги. А я вот хотела бы уточниться. Я слышала, что налоги могут оплачивать третьи лица, да? Вот каким образом это происходит? Вот разъясните, пожалуйста. Я понимаю, что вот, например, когда к нам приходят квитанции, жилищно-коммунальные услуги, да, и, например, кто-то из членов семьи может заплатить, да, за нас, например, там, отец, мать, бабушка, дедушка или, может быть, там, сестра может оплатить, да, если я в данное время, например, не могу оплатить. А как с налогами здесь обстоит дело? Ну, в налоговом кодексе вообще введена норма по уплате именно за третьих лиц. Также в нашем интернет-сервисе есть сервис уплата налогов пошлин, в котором тоже есть раздел в части уплаты третьих лиц. То есть гражданин может уплатить за ребенка, за сестру, за брата, да, например, супругу за свою супругу, за своих родителей. То есть, но при этом реквизиты как бы платежа должны быть именно на то лицо, за которого они уплачивают. Это очень важно. Потому что если человек поставит свои реквизиты, соответственно, та сумма налога, которая уплачена, она пойдет в карточку расчета именно того человека. Кто заплатил. Да, кто заплатил. Соответственно, это очень важный момент. Именно указать в реквизитах платежного поручения за того, за кого платите. Хорошо, у нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Здравствуйте. 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 Я вот хотел тут узнать вот по налогам, да, вот у меня вот машина, да, вот высчитывали двойную все налог, штраф двойной, налог двойной, ну и вот так. И я вот сходил в налоговую, да, вот написал заявление, что чтобы мне дали отчет, все, за что мне высчитали такие налоги. И вот мне пришло только вот налог, что оплатите налог за за 21 год, как бы, и все. А то, что высчитали там, почему, за что, там ничего такого нету. Как я вот сейчас буду платить? Ну, что это такое? А личным кабинетом налогоплательщика умеете пользоваться? Умею этим пользоваться и не там как бы это. Тогда можно обратиться в налоговую службу, да, и взять налоговое уведомление за ранние года. Например, за 2020 год и за 2019 год. Посмотреть, какие объекты у вас начислены. Потому что там вкладка есть транспортные налоги, и указывается каждый объект. Сколько месяцев вы владели этим объектом, какая сумма начислена по этому транспорту, по этим объектам. И если у вас двойное налогообложение, машина стоит 2 раза, то можно написать уведомление, да, что оно у вас начислено объект находится у вас в собственности 2 раза. Тогда эти суммы вам пересчитают. Хорошо. Я вот говорю, я вот это все сделал, написал. И мне вот ничего объяснений никакого не было. Даже в письменной форме не было. Просто пришло уведомление, оплатите за 21 год и все. А вы когда подали свое письменное обращение? Я подавал в июне. В июне, да? Поэтому вопросу дам следующий комментарий, что получается вообще транспортный налог у нас начисляется на основании сведений, поступивших с органов ГИБДД, да? То есть мы как бы этой информацией не владеем именно от той информации, которую мы получаем от регистрирующих органов. Соответственно, если налог начислен некорректно, соответственно, на это обращение должны были провести проверку, то есть, да, по какому объекту, сколько человек владел данным транспортным средством. То есть, если у вас этот вопрос все-таки не решенный, еще остался какие-то вопросы, да, то я предлагаю вам все-таки позвонить нам на единый колл-центр Федеральной налоговой службы по номеру 8 800 7 объяснить всю ситуацию, и уже как бы, если вопрос все-таки остался, то, соответственно, в любом случае нужно будет написать письменное обращение. Потому что по единому контакт-центру те сведения, которые составляют налоговые тайны, то есть конкретно об объектах, о начислении, мы такую информацию не даем.
Хорошо. Мгм. Ну вот мы услышали, да, что наш телезритель и радиослушатель не подключен к личному кабинету, да, физического лица. Давайте, может быть, немножко вкратце расскажем, да, как подключиться к личному кабинету, потому что вот вы говорите, что охват, к сожалению, не полностью идет у нас, да? Ну, к личному кабинету можно подключиться двумя способами, да. Мгм. То есть получить регистрационную карту, то есть в котором содержится логин. Логин — это ИНН и пароль, Мгм. который как бы система автоматически, да, формирует. Ее можно получить в любом налоговом органе, зависимо от места жительства. И второй способ, самый удобный, как Мгм. мы считаем, это войти с помощью учетной записи портала государственных услуг. То есть Мгм. там прямо есть вкладка «Войти через ДСЯ» в личном кабинете. То есть это возможно как в мобильном приложении налоги ФЛ, также возможно через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Мгм. То есть войти и уже использовать этот сервис. У нас вновь вопрос. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, Да. здравствуйте. Мгм. Здравствуйте. Это налогоплательщик. Мгм. Ага. Я по личному кабинету ежегодно оплачиваю налоги. И вот у меня был трактор Синтай маленький. Мгм. И у меня был списанный. Стоит уже списано в 2020 году. Но в прошлом году я сообщение написала, что у меня уже списанный. Они у меня убрали. А нынче опять у меня стоит. Я тоже где сообщение написала, что этот трактор уже списанный. Там дата стоит. Они, короче, мне отправили квитанцию, но я ее оплатила, конечно. Они потом, когда пересмотрят, они могут мне вернуть эту сумму? Да. Скорее всего, глав Гостехнадзор, да, ошибочно направил эти сведения повторно. И если она у вас станет суммой переплате, надо будет написать заявление на возврат с указанием ваших расчетных счетов, ну, из вашего банка и вашего счета. И в течение 30 дней, ну, в этом году чуть пораньше, да, вам вернут эту сумму после заявления. Но вам еще надо будет еще раз подать заявление на уточнение этого объекта, что она у вас уже списана. Скорее всего, у вас документы еще остались по справке, да, что она у вас списана. Вот еще раз приложить эту справку, еще раз написать и потом написать заявление на возврат. Мгм. Хорошо. Спрашивают, вот если человек переехал в другой город, то тогда кто и как вообще начисляет ему налоги? Просят разъяснить. Ну, физическому лицу начисляется налог по всем объектам, которые ему принадлежат. То есть даже человек, допустим, проживает в республике, но у него есть имеется собственность в другом городе, да, в другом регионе, в Москве, допустим, то, соответственно, налоговое уведомление формируется в целом по всем объектам. То есть в одном документе у него будут сведения, содержащие по имуществу, которое у него находится и в городе Якутске, например, и в другом регионе. То есть, соответственно, начисляет тот налоговый орган, где именно зарегистрировано недвижимое имущество. Да. Угу. Хорошо, следующий вопрос. Квартира зарегистрирована на меня и на маму-пенсионерку. Как мы будем уплачивать за нее налог? Другой недвижимости у нас нет. Ну, на маму, да, как на пенсионеров, у нее автоматически уже должна быть льгота. Ну, я так предполагаю, да, у нее 1/2. За 1/2 часть они не оплачивают, а за 1/2 свою собственность она должна будет оплатить налоги. Угу. Хорошо. Спрашивает, мобилизованным гражданам налоговый орган предоставляет ли льготу? Действительно, этот вопрос, он очень актуален на сегодняшний день. Вот недавно, да, постановлением правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 года, номер постановления 1874 о мерах поддержки мобилизованных лиц, да, им продлили сроки оплаты. И они должны будут оплатить после того, как налогоплательщик окончит военную службу, Министерство обороны предоставит нам такие сведения автоматически, вам никуда ходить не надо, в налоговый орган приходить не надо, к нам эти сведения придут автоматически, и после того, как вы придете с военной службы, на 3-й месяц вам надо будет оплатить, до 3-го месяца надо будет оплатить налоги. То есть человек вернулся, и в течение ближайших 3 месяцев ему нужно будет оплатить. Да. Ага, хорошо. Вам предлагается отсрочка. Угу. По мобилизованным давайте еще продолжим, да, вопросы. Если, например, индивидуального предпринимателя мобилизовали, вот как ему направлять отчет и вообще как ему уплачивать налоги в этом случае?
Так, если вас уже, да, мобилизовали, вы можете оформить доверенность у командира взвода, да, насколько я помню, и направить эту вот доверенность своему уполномоченному лицу, чтобы он мог направлять эту отчетность за вас. Угу. Хорошо. А какие вообще меры поддержки у нас есть для, например, малого и среднего бизнеса, для предпринимателей во время мобилизации? Смотрите, так, вам им продлены сроки представления налоговой декларации, да, расчетов сумм НДФЛ, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской отчетности также, да, до 25 числа 3-го месяца. Они могут не сдавать эту отчетность. Угу. То есть пока человек находится на мобилизации, он имеет право не сдавать эту отчетность. Да. Но как только он вернулся домой, получается, что в течение ближайших 3 месяцев он обязан собрать и сдать все эти документы. Да. Угу. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И сегодня мы говорим об уплате имущественных налогов за 2021 год. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на недвижимость. И сегодня в программе мы расскажем, каким образом нужно уплачивать эти налоги, где и как это сделать, почему это важно и какие сервисы Федеральной налоговой службы нам в этом могут помочь. Я напомню, что гости нашей студии – это начальник отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха-Якутия Саргалана Гавриловна Винокурова и заместитель начальника этого же отдела Николай Аркадьевич Федоров. Итак, мы начали разговор о мобилизованных. Да? Конечно же, это очень важная тема. Может быть, и у наших телезрителей, радиослушателей тоже есть вопросы. Да? Я напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, то звоните к нам в студию и присоединитесь к нашему разговору. Так, вот мы говорили о мерах поддержки во время мобилизации для малого и среднего бизнеса, да? У вас есть еще что добавить? Значит, в качестве мер поддержки мобилизованных также приостановлены, да, меры налогового контроля, то есть не назначаются налоговые проверки, то есть не вносятся решения по налоговым выездным проверкам. Также приостановлены проверки в части применения контрольно-кассовой техники и именно по приостановлению операций по счетам тоже не применяются такие меры. Также дополнительно не применяются налоговые санкции, да, в случае, например, не представления каких-то документов, не представления налоговой декларации. То есть они тоже отсрочены не позднее 28 числа 3-го месяца, следующего за месяцем, с которого они мобилизованы. Хорошо. У нас вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. 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 Я хотел бы спросить, насчет мобилизованных, там говорить налоги, платить, попросить сделать декларацию там командира. Как в военных действиях будет командир там делать за парня что-то отправлять? Нет, самому военнослужащему прокомментировать, обратиться к вашему командиру, в свободное время, да, и удостоверить его доверенность. Все равно... Как он будет обращаться? Сейчас в качестве мер же еще приняты меры в части продления сроков представления декларации, то есть до 25 числа 3-го месяца следующего за днем после увольнения, да, или с демобилизации, то есть тоже необходимо будет представить декларацию, то есть у него срок представления отчетов, также отсрочка по представлению декларации положена.
Хорошо. А где можно получить консультацию по мерам поддержки для мобилизованных? Вот куда нужно обращаться? Действительно, вопросов очень много, и я думаю, что разъяснения в этом смысле требуются. На нашем официальном сайте www.налог.gov.ru размещена промо-страница, которая называется «Меры поддержки мобилизованных граждан», в котором имеется вся информация о тех мерах, которые вот именно в части налоговых органов. Да? То есть это касается и сроков уплаты, и сроков представления, по каким налогам, сроки переноса, также по мерам налогового контроля, по применению налоговых санкций, по рассрочке по оплате имущественных налогов. То есть вся информация имеется на нашей промо-странице. Но среди мобилизованных есть же у нас еще и самозанятые, да? Давайте вот осветим этот вопрос. Каким образом, например, самозанятый будет проинформирован о начислении налога? Если его мобилизовали, да, через приложение «Мой налог», которым он должен пользоваться, да, в период мобилизации у него не будет доходов, которые нужно будет оплачивать. То есть, соответственно, и нет доходов, нет налогов. Поэтому и сниматься с учета как самозанятое лицо тоже не обязательно. Когда он мобилизуется, да, придет, демобилизуется, правильно сказал, да? И тогда он будет оплачивать налоги. Тогда в следующем месяце, до 25 числа следующего месяца, у него выходит обязанность к уплате. Только тогда. А вы как представите расчет по форме 6 НДФЛ мобилизованному индивидуальному предпринимателю в налоговый орган? Ну, как мы сказали, тот мобилизованный гражданин может оформить доверенность, да, сейчас как бы нотариальные конторы, как я поняла, на безвозмездной основе оформляют доверенность, либо оформить через командира части. Но также вот постановлением правительства от 20 октября 2022 года также приняты меры поддержки в части вот именно отсрочки по представлению налоговых деклараций и расчетов также. То есть не позднее 25 числа 3-го месяца, следующего за днем демобилизации, либо увольнения. Хорошо. А вот что касается страховых взносов, вот здесь каким образом нужно поступать? Ну, также по страховым взносам также положена отсрочка по представлению декларации, также отсрочка по уплате страховых взносов не позднее 28 числа, тоже 3-го месяца, следующего за днем демобилизации, либо увольнения. Хорошо. А каким образом предоставлять налоговую либо бухгалтерскую отчетность при условии мобилизации индивидуального предпринимателя, например, который является руководителем организации? Но если он является единственным учредителем, да, то, соответственно, у него тоже на него действуют нормы, которые вот указаны в этом соответствующем постановлении, то есть на него тоже предусмотрена отсрочка по предоставлению налоговых деклараций. И вот военнослужащие, они приравнены у нас к мобилизованным, уточняют? Ну, вообще у нас, насколько я помню, получается, они приравниваются на момент несения службы, да, соответственно, действуют те нормы и преференции, которые положены как бы военнослужащим. Например, в частности, законом о налоговой политике, значит, разрабатывается проект, на основании которого граждане, которые находятся в мобилизации, у них будут освобождены от уплаты транспортного налога. Но это именно по налогу исчислено за 2022 год, то есть в следующем году. Но это пока проект, поэтому ждем уже утверждения данного соответствующего проекта. Ну и вот такие частные вопросы. Человек спрашивает, меня мобилизовали, и я не успела рассчитаться с долгами. Да? Будет ли в отношении меня инициирована процедура банкротства? Ну, на период мобилизации, получается, приостановлены все меры налоговых контроля, соответственно, как бы процедура банкротства тоже пока отсрочена до периода, который он находится в мобилизации. Вот еще частный случай. Меня мобилизовали, я являюсь кредитором в деле о банкротстве. Что мне делать, чтобы не потерять свои деньги? Ну, также по закону, по мерам поддержки тоже имеется отсрочка по налоговым мероприятиям в части вынесения решений по банкротству.
Хорошо. Тоже вот спрашивают, почему не исчислен налог на имущество на квартиру в новом доме? Получила уведомление, спрашивает, который Новый дом, скорее всего, это получается, он введен в эксплуатацию, наверное, и получены соответствующие документы в 2022 году. Соответственно, мы сейчас уплачиваем налог, исчисленный за 2021 год. Соответственно, по объектам, которые введены и зарегистрированы у нас в 2022 году, в текущем году, налог будет исчислен в 2023 году. То есть в следующем году получается. Приобрел земельный участок после подключения к личному кабинету. Вот когда будут обновлены сведения? Сведения к нам приходят в течение 10 рабочих дней от кадастра, от Росреестра, да, согласно статье 85 Налогового кодекса Российской Федерации. Надо немного подождать, и сведения там появятся в разделе «Имущество». Хорошо. Спрашивают, какая работа проводится в налоговой для того, чтобы активизировать наших налогоплательщиков? Вот такой вопрос. Налоговым органам на постоянной основе проводятся информационные кампании по побуждению к уплате имущественных налогов. То есть размещаются пресс-релизы в электронных СМИ, проводятся семинары, вебинары как в очном формате, так и по видеоконференц-связи. То есть соответствующую актуальную информацию о проводимых мероприятиях можно узнать на нашем официальном сайте www.налогов.ру в разделе «Информация об ФНС». То есть там выкладываются анонсы мероприятий, когда проводятся. То есть нужно следить за нашими анонсами и принимать участие в наших проводимых мероприятиях. Спрашивают, какие еще есть сервисы для удобства налогоплательщиков? Сервисы на сайте, наверное. На нашем официальном сайте налогов.ру имеется свыше 80 электронных сервисов, которые позволяют всем категориям налогоплательщиков, не выходя из дома, общаться и взаимодействовать с налоговыми органами. То есть на сегодняшний день количество пользователей, например, личного кабинета физического лица составляет 298 тысяч, то есть это практически 58% от тех собственников, которым начислены объекты по налогу на имущество физических лиц, то есть по объектам недвижимости. Да? Также у нас 11 тысяч юридических лиц подключены к личному кабинету юридического лица. То есть и по индивидуальным предпринимателям количество пользователей личного кабинета ИП составляет 30 тысяч. То есть практически это 96% от состоящих на учете индивидуальных предпринимателей у нас подключены к личному кабинету индивидуального предпринимателя. Также у нас имеются сервисы, блок по государственной регистрации, то есть независимо человек где находится, он может создать свой бизнес. Также имеются калькуляторы, то есть калькуляторы по имущественным налогам физических лиц, калькуляторы по расчету патента, калькуляторы по расчету страховых взносов. То есть всю эту информацию можно тоже увидеть на нашем официальном сайте. То есть все эти удобства, они есть на сайте, которыми можно воспользоваться, да? Хорошо. И в завершении нашего разговора хотелось бы услышать пожелания коротко. Уважаемые жители республики, призываем вас получить, если вы не получили еще налоговое уведомление, так как налоговое уведомление считается полученным с даты направления на 6-й день, с даты направления заказным письмом. Поэтому, то есть это не освобождает, если вы не получили налоговое уведомление, от обязанностей по уплате имущественных налогов, которые необходимо уплатить до 1 декабря текущего года. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Всего вам доброго. До свидания.